В начале заседания 1 из 14 вопросов повестки дня депутаты отправили на доработку, а именно проект Градостроительного кодекса Республики Абхазия. Проект закона об общественных объединениях был принят во втором чтении сессии парламента. Данный законопроект призван создавать условия для защиты экономических, социальных и культурных интересов общественных объединений и уже не в первый раз рассматривается в парламенте. В 2009 году он утратил свою силу в связи с принятием закона о политических партиях, но спустя несколько лет законопроект вновь был представлен на сессии парламента. Данный проект реализует развитие и проведение культурно-просветительской работы, расширение и укрепление международного сотрудничества и иные виды деятельности общественных объединений, не запрещенных законодательством. Действия распространяются на все общественные объединения, за исключением религиозных организаций, объединений и местного самоуправления. Законопроекты о патентной системе налогообложения, системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности вызвали активную дискуссию. Представляя проекты законов, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыра разъяснила, что документами вводится патентная система налогообложения и вычленяется несколько видов деятельности из спецналога. Речь шла о налогообложении, о разном режиме налогообложения. То есть патентная система – это самозанятый, второй этап – это у нас спецналог, и третий – это общий режим налогообложения. Коллегам были розданы предложения группы депутатов, где они высказали свою точку зрения, отобразили свое видение ситуации, но у нас разнятся виды по видению ситуации по ставкам. В данные законопроекты также внесены новые коэффициенты налогообложения. Наталья Смыр объяснила, от чего они зависят. Это будет человек, который работает на себя. Ему будет предлагается коэффициент, который он, если за 2 месяца заплатит, сумма будет меньше. Если он платит за 1, то это будет равна рубль равен рублю. Если за 2 месяца, то это будет на понижение. К 12 месяцу это 0,5%. То есть это половина суммы того, что он должен заплатить. Это по патенту. В частности, человек, если заплатит за 12 месяцев, и он будет платить, допустим, курортный сезон, это не будет никаким бременем на нем лежать. Новые коэффициенты был введен К6 и К7, которые говорили о территориальности, о зональности и от удаленности от моря. И еще один коэффициент о льготности. То есть если человек является там заслуженным или ветераном войны, у него появляются льготы. Между тем, несколько депутатов высказались против поднятия ставок налогообложения. Несмотря на разногласия в этом вопросе, депутат парламента Лаша Ашуба отметил, что само введение патентной системы он всецело поддерживает, так как, по его словам, это создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса и приведет к эффективному учету со стороны налоговых органов. Мы считаем, что повышение ставок в сегодняшней без того непростой экономической ситуации, в которой находится наша республика и население республики в частности, мелкие предприниматели, не представляется возможность. И мы так и не нашли ответов на вопросы, что мы будем иметь в бюджете и какие поступления будут поступать от сбора этих налогов. Да? Может, это будет мизерная сумма, и может, ей не стоит грузить наших мелких предпринимателей. При этом, как отмечалось на заседании сессии, ставки налогообложения для предпринимателей не менялись с 2011 года. После долгих дискуссий оба проекта были приняты во втором чтении. Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гунья представил законопроект о знамени победы в Отечественной войне народа Абхазии, который единогласно был принят депутатами. Также был поддержан проект о праздничных и памятных днях в Абхазии. Так теперь будет называться главный праздник страны, который ежегодно отмечают в Абхазии 30 сентября. Праздник наконец-то получит название и в полной мере отражающий его историческую и политическую суть. Это День Победы и независимости. Как известно, в отличие от многих постсоветских государств, независимость не пришла к нам просто по факту развала СССР. За нее пришлось сражаться в тяжелой войне и положить на это сотни жизней представителей многонационального народа Абхазии и добровольцев. Пусть знает весь мир, все народы помнят, во все времена. Невозможно человеку отобрать то, что даровал Господь. Абсентула абсуэтуло. Проект закона сегодня рассматривают и принимают герои Отечественной войны и их потомки, дети ветеранов.
Наш общий долг увековечить эту великую дату не только на бумаге, но и на скрижалях сердца. В назидание потомкам и всем будущим поколениям, чтобы помнили, чтили этот долгожданный день. Проект закона о внесении изменений в закон о введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов представил постоянный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. По его словам, данные изменения направлены на то, чтобы законодательно закрепить возможность введения Национальным банком Абхазии монет не только из драгоценных, но и из других металлов. Кроме того, в закон вносятся изменения, в соответствии с которым Национальный банк сможет выпускать инвестиционные монеты, посвященные не только памятным датам. Есть большой спрос, в том числе среди коллекционеров, среди тех лиц, которые посещают Абхазию в туристических целях на память, приобретать в том числе монеты из недрагоценных металлов. Внесение двух данных изменений позволит выпускать инвестиционные монеты без привязки к памятным датам. И второе, то, что выпускать монеты Национальным банком из недрагоценных металлов, то есть более по стоимости дешевле, и тогда больше будет покупательная способность у более широкого круга лиц приобретать данные монеты. Депутаты единогласно внесли изменения в Уголовный кодекс Абхазии. Данный проект направлен на ужесточение санкций статей, связанных с совершением таких преступлений, как преступления против половой неприкосновенности или половой свободы личности в отношении несовершеннолетних. Учитывая, что действующим законодательством меры ограничиваются небольшим видами наказаний, то принятие данного проекта закона установит такое равновесие между тяжестью преступления и мерой ответственности для лиц, совершивших подобного рода преступления. Считаем, что ужесточение наказания по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса в будущем уменьшат вероятность совершения таких резонансных преступлений, как преступления против половой неприкосновенности или свободы личности в отношении несовершеннолетних. Этот проект прошел правовую экспертизу, он соответствует Конституции. В конце заседания путем тайного голосования депутаты парламента избрали на должность заместителя председателя контрольной палаты Абхазии Зураба Оторба, а также Беслан Торчо, Беслан Квицини и Заур Адлиба назначены аудиторами контрольной палаты Абхазии. Цария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.